што недзе ёсць чалавек, які тебе шкадуе. А на што мяне шкадаваць? Што я калека які ці што? Усё роўна. Усё роўна. Папочка! Ленка. Папуська! Фёдор! Живой. Живой. Здоровый. Вернулся. Наша злоба – это чернозем для нечистой силы. Чем хуже мы, тем лучше бесам. Чем меньше в нас Бога, тем больше дьявола. Детство у ребят моего поколения было разное и удивительно похожее. Ведь у каждого из нас в детстве была война. Мы как смогли, как сумели, как нам довелось, разделили испытания, выпавшие на долю наших матерей, отцов, на долю моего народа. Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, сияют. Обнаженные нервы земли неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю, калеки. Кто сказал, что земля не поет? Что она замолчала навеки. Что войны, что чума, конец им виден скорый. Их приговор почти произнесен. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени, когда-то наречен? Выдающийся мастер, выдающийся режиссер и уникальная личность по мироощущению, по философии бытия. Туров был человеком восторженным. И он действительно любил страну, которая зовется Беларусь. Любимец женщин, балагур, весельчак. И женщины любили его. Человек уникальной судьбы, человек великого таланта и человек огромного обаяния. Что-то надвигается на него, то, что может и смести. И невзирая на то, что там ты первый режиссер, ты Беларусь, и все твои заслуги. Сидел в кабинете и плакал. Плакал. Самыми настоящими слезами. Я поняла, что я могу быть ему очень нужна. И именно я. Он меня поразил мужеством. Тем мужеством, с которым он умирал. Отец предупреждал меня, он говорил, что это очень тяжело, и я понимаю, и ему было тяжело, но он, тем не менее, занимался этим. Героической борьбе белорусских партизан посвящен фильм «Через кладбище». Это дипломная работа режиссера Турова,
одного из тех молодых кинематографистов, которые пришли сегодня в белорусское кино. Пришло новое поколение. Все ребята, которые в период войны, это были дети еще тогда. Ребята, которые о войне знают и по своим детским впечатлениям, и по рассказам своих родных, знакомых и так далее, и так далее. Это был самый пик взлета киностудии «Беларусьфильм». Они были разные очень. Они друг с другом враждовали, они какие-то претензии друг к другу предъявляли. Это были все-таки шестидесятники, которые сделали тогда киностудию «Беларусьфильм» очень яркой и заметной. Они пытались рассказать что-то такое о времени, о себе и о стране, что было им дорого, им понятно, и было дорого и понятно людям, к которым они выходили со своими картинами. Утекай! А як же вы? Утекай! Феникс, где ты? Духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего спаси, упокой, сохраняя его в блаженной жизни, я живу Тебе, человеколюбче, покоищи Твоим, Господи. Детство у меня было, как у всех, радостное и счастливое, с белыми пароходами, веселыми молодыми родителями. Потом была вот война со всеми ее испытаниями, потом расстрел отца. Потом вот мы с мамой оказались и сестрой в концлагере в Германии. Там, в общем, мне пришлось пережить не лучшие дни, потому что меня так сложилось. Избили, что я состоял потом в туберкулезном диспансере, пока даже не закончил институт. Он обладал какой-то потрясающей мужской харизмой, таким очень выразительным, красивым мужским лицом, с такой особенной мужской лепкой, с морщинами, которые добавляли ему такой суровой мужской красоты, со шрамом, свидетельством его трудной юности, тяжелого детства. И при этом, при всем как бы вот такой суровости его внешнего облика, при такой как бы скандинавской суровости, я бы сказал, он был необыкновенно смешливый, остроумный, очень легкий в общении. Прошу вас, не потребуйте нашей некультурностью. Это по-нашему вишневка, а по-вашему кирш и ященик. Суэршталайн. Биде? Понимает. Ваше здоровье, ваше высокопревосходительство! Белорусское кино, оно человечное, оно скромное, оно мягкое, оно, вы знаете, из довольно большой культуры, с какой-то удивительной корректностью выражения человеческих чувств. Вот это я сейчас почувствовал в Милане на Европейском симпозиуме. К нам лучше относятся, чем мы сами о себе иногда думаем. Гэта песня з новага фільма «Я родом з дзяцінства», які здымаецца зараз на студыі «Беларусьфільм». Будто Минск, будто Брест, Рэжысёр Тураў, мастак Ганкін і аператар Княжынскі
абмяркоўваюць эскізы будучых аб'ектаў. Дэкарацыя па эскізах Яўгена Ганкіна установлена ў павільёне. Усё готово. Увага! Мотор! Неужели тебе не хочется в совершенстве овладеть языком? А? Нет, не хочется. Нельзя ненавидеть народ. Народ, который дал миру Бетховена, великих классиков мировой литературы Шиллера, Гёте, Гайна. И Гитлера. Да, но немецкий народ нам дорог. Не знаю, чем он вам так особенно дорог. Вы во время войны где были? Я в Куйбышеве, а что? А я здесь. Если спросить о моем самом любимом фильме, белорусском, это, безусловно, фильм «Я родом из детства». Наверное, потому что детство наше проходило где-то в определенных условиях и до войны, и во время войны, и после войны. В холода от насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. Прошла-то уже вся жизнь почти, когда я снималась у вас на студии. Но для меня это все сохранилось и в сердце, особенно встреча с белорусским народом. Добрее, прекраснее, чище я не видела людей. Я познакомилась с Витей Туровым. Это было для меня самое благословенное время. Если это идет от сердца, от души, ничего не надо. И мы сразу поняли друг друга. Самое главное то, что он любил артистов. Они доверяли ему. Из-за этой атмосферы, которая создавалась, доверия, отсутствие нервозности какой-то, отсутствие пренебрежения. Сейчас я вижу часто режиссеров, которые даже не знают имен артистов, с которыми они работают. Он был эмоционален во взаимоотношениях с ними, а актеры это очень ценят. Ты чего? Как сыграть похоронку, чтобы не обмануть людей, тех, которые воевали, которые отдавали свои жизни. Не простят же зрители. Я все продумала, но все получилось иначе. Я помню, я не закричала, я не заплакала. Такая бессмысленная улыбка. Но я пошла медленно по этим дровам, провалилась, и все, дубль был один. И после этого дубля я пролежала в больнице. Я уже не помню, сколько, у меня просто отнялись руки. Вот так одна сцена. И похудела я к этой сцене, я так ее боялась, на 15 килограмм. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Ты потом съешь, потом. Что смотришь, не узнала? До войны она маленькая еще была. А это наш сосед, Володя. Вот. Как уже забыть Белоруссию, когда знакомство с Володей произошло на вашей картине? Я помню, как сейчас, когда привели Володю, я его еще тогда не знала. Ну, мальчик розовощекий, поет блатные песни, ну и что? И как-то я была к нему очень насторожена. И вдруг говорят, это будет играть Володя роль вашего возлюбленного.
когда он вернулся с фронта. Очевидно, у меня было такое выражение лица, что Володя посмотрел на меня и говорит: вы не волнуйтесь, Нина Николаевна, я на экране очень мужественный. И так мы познакомились с Володей и дружили до самой его смерти. Вон снова упала, и я загадал выйти живым из боя. А у вас ордена есть? Масса. А почему вы их не носите? Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездой. Да как тебе сказать? Ну вот один наденешь, другой обидится, другой наденешь, третий обидится. Вот чтоб никого не обижать и не нашел. Александр Михайлович Адамович, доктор филологічных навук, письменник. Роман «Война под стрэхамі. Память аб перажытым» стаў асновай для мастацкага фільма. Цяпер пад кіраўніцтвам рэжысёра студыі «Беларусьфільм» Віктара Турова зноў сцежкамі Віцебшчыны крочаць партызаны. Он берет Адамовича, берет эти романы 1 и 2. ЦК партии ждут от белорусского кинематографа картины, которые наконец-то величаво, благородно, красиво расскажет о великом партизанском движении Беларуси. И они надеются, что товарищ Туров, взяв эти романы, которые не очень, может быть, и для этого подходят, но он сделает такое кино, которое будет им приятно смотреть, потому что будет рассказано о величии подвига, народного подвига. Анна Михайловна, ну вот видите, оба живы, а вы беспокоились. Только ваш очень смешной. Зачем вы это сделали? Это вы о чем? Зачем вы заставили Толю расстреливать? Ведь он еще мальчик. Ну ничего, сейчас он партизан. Да, партизан, но не звереныш. Я сама привела сюда своих детей. И хочу, чтобы они остались людьми. Если будут только живы. Я играла медсестру в партизанском отряде. И у меня 2 сыновей, которые ушли в бой и не вернулись. И их привозят на повозке. И все продумали, все окружили, вбили там колья, чтобы зрители деревни не попали. И вот когда Витя Туров закричал «мотор», начали. Я побежала к этим повозкам, и в одно мгновение я услышала дикий крик, плач, и я увидела, как женщины, которые стояли за этой загородкой, они вырвали колья, бросили на землю. Они бежали к этим повозкам и так кричали и плакали, как я никогда не слышала в жизни. И впервые оператор снимал не то, что вот ту площадку, где было все задумано, а людей, которые пришли вот из-за загородки. И когда вечером я пришла к себе домой, я жила в деревенской избе, я увидела, что моя горница полна людей. Они говорят: мы пришли разделить с тобой твое горе. Я говорю: так это же сыновья живые, вон они бегают. Все, он говорит: все равно. Мы посидим с тобой до утра, чтобы тебе не было страшно. Вот так люди воспринимают, вот так они помнят войну. Вот так она страшит всех и объединяет. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади. Неизвестно к какому концу, унося седаков. Наше время иное, лихое, но счастье как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим след. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет. Не понравилось это кино. Нервный Туров уезжает в Москву. К Хуцееву. Потому что Хуцеев
создает там телевизионные объединения. Картины резались нещадно. Он переживал так, что это было просто немыслимо. Ведь фильму «Я родом из детства» дали 3-ю категорию. 3-ю. Это его любимый фильм. Как выдерживало его сердце, я не знаю. Потому что он производил впечатление человека резкого и умеющего отстоять свои интересы, но он такой ранимый. Картина «Война под крышами» 2 с лишним года лежала на полке и изрезана до неузнаваемости. «Сыновья уходят в бой» вышла совершенно не в том варианте, в котором она сейчас существует. Наверное, большую половину тех фильмов, которые я хотел бы поставить и задумал, мне не удалось. Довженко как-то сказал, что смотреть свои фильмы нельзя, их надо жалеть, а думать надо о новых. Потому что в каждом фильме все равно, хоть он остается тебе дорог, в него вложено много и сил, и всего, но все равно всегда что-то не получилось, что-то тебе помешали, где-то тебя не хватило, где-то просто обстоятельства складывались так, что не все удалось выразить, что хотел. Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает. Кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует. Оставьте его, люди. Царю небесный, утешителю. Идите. Истины. И же везде сы и вся исполнитель, сокровище благих жизни подателю. Преклоняем Приди весь и в час и ужасный, предстань нам, помощница неукрывая. И спаси блажен Содержи ныне душу мою, страх вели. Трепет неисповедимый болезням есть, внегда языки жились. Какие-то моменты прорывалось у него, что вот его всюду признали, все его поняли как художника, все, а в Белоруссии нет. Я говорю: Витя, ну как так? На каком основании ты вообще позволяешь себе так говорить, когда о тебе столько хорошо сказано и всюду о тебе так хорошо написано? Потом выяснилась ситуация. Просто была одна рецензия, одна единственная рецензия в Минске, которая изничтожала картину «Я родом из детства». Картина, которая всюду была принята великолепно. Я однажды открываю дверь и вижу Турова. Он сидел в кабинете и плакал. Плакал. Самое настоящее слезами. И он говорил: я ничего не получила, им дали Четверикову и Добролюбову. Дали заслуженно, ему не дали заслуженно. Как маленькие дети. Ну вот что дали, не дали. Это было для него просто трагедия. Как каждый человек, он имел и друзей, и врагов. Конкуренция, она всегда в творчестве существовала. И это стимул, это движение. Каждый хотел снять лучше, сделать картину получше. Когда мы живем, и рядом ходят такие люди, мы как-то не замечаем, стараемся не говорить им хорошие слова. И все это остается на потом, когда их уже нет. Когда я приходил к нему в квартиру, он варил пельмени, делал бутерброды, часто был за хозяина в доме. И я имел возможность видеть огромные стеллажи с книгами, которые меня тогда потрясали мое воображение. Потому что в советское время достать книги было очень тяжело, а он из всех своих зарубежных поездок в огромном количестве вез книги. Огромные эти фолианты, альбомы живописи. И я у него видел такое, чего не увидишь нигде. И он мне часто в своих беседах говорил, что кино – искусство синтетическое. И в идеале режиссер должен владеть драматургией, игрой с актерами, созданием атмосферы, свет, цвет, звук. Только у гениев, говорил он, все сходится в одном фильме. А вот у него в фильмах была вот эта насыщенность, напоенность живописью. И его картины были чрезвычайно живописные. Будь то «Через кладбище», где такая черно-белая графика, будь то такая поэтическая дымка, которая опутывает фильм «Я родом из детства».
будь то красота Беларуси, которую он потрясающе показал в фильме «Люди на болоте» или там «Время ее сыновей». Это все такие огромные, как мне кажется, живописные полотна, помимо всего прочего. И вот живопись он знал досконально. И вот эта живописная составляющая его картин для меня всегда в его фильмах на первом месте. И как только он пытался уходить в другое кино, публицистику, скажем, или в такой жанровый боевик, как «Точка отсчета», сразу мерк его талант, потому что вот такая жанровая сухость и определенность ему претила. Для каждого кинематографиста каждая новая картина – это, конечно, своеобразный экзамен, сложный, трудный, тяжелый. В этот раз я столкнулся с более серьезным испытанием, потому что если до этого как-то я всегда рассказывал о том, что я больше знаю, что больше пережил, что больше как-то чувствовал и понимал, то впервые мне пришлось в этой картине соприкоснуться с поколением, которое уже намного моложе меня. И мне очень хотелось попытаться как-то рассмотреть, что же идет уже за поколение вслед за нами. Его высоко ценили официальные органы. Он был председателем правления Союза кинематографистов довольно длительный срок. Он был руководителем творческого объединения. Он сам себя предал, когда вот захотел быть вот главным и первым. Он не был трибуном, он был очень эмоциональным. Ораторствовать он не любил. Бороться, так сказать, отстаивать и долго заниматься риторикой по той или иной проблеме он не любил. Он знал свою позицию, он ей не изменял, но настойчиво вбивать в головы других людей правильность его собственной позиции или заблуждение его по собственной позиции он не стремился. Как человек он очень ревнивый, он никого не любил, но хотел, чтобы все его любили. Вот это у него было очень так болезненно. И вообще не переносил, ни капельки не переносил никакой критики. Я знала объективно, что неправым он быть не может. Это для меня было априори. Он это был мой король, и он во всем был прав. Я его во всем поддерживала. Это человек, который уже по тем временам был очень демократичным человеком, невзирая на то, что он уже был мастером, талантливым человеком, признанным не только у нас в Беларуси, но и за рубежом. Но с ним было настолько приятно работать. Он был человеком восторженным. Союз кинематографистов при Викторе Тимофеевиче Турове имел творческий вес и вес у государственных органов. И все вопросы решались. Он очень многим помогал. Он был человеком очень открытым, но человеком, что называется, на нерве. Он был уникальным председателем. И вдруг такая горечь, когда они его не избрали председателем. Я тогда увидела в его глазах слезы. И с тех пор он ни разу не заходил в Союз кинематографистов. Когда у меня случилась беда, и в Душанбе мне оставалось считанные часы от жизни до смерти, и я позвонила своим московским друзьям, которые сказали, ну, позвони недельки через 2. А Витя сказал, бери маму, кусок хлеба будет, разделим на 3. И поэтому я приехала в Минск. Если ты не чувствуешь режиссера, если ты не знаешь его от начала до конца, если ты не проникся к нему не только уважением, но любовью, если ты не понимаешь суть его жизни, мелочей, каких-то нюансов, то ты просто, я считаю, не оператор. Тогда бессмысленно работать с этим режиссером. В этом есть какое-то таинство, которое нельзя в этом воспитать. Надо просто увидеть такого человека. Я вот считаю, что я был как бы глазами его души. С ним связана самая счастливая моя полоса жизни. Он был человек особенный, не такой, как все.
Объяснить, что это такое, не могу. Он был разный. Братья Гуляевы пока еще не знакомы зрителю. Но вскоре они встанут в один ряд с героями многих белорусских фильмов. Ой, Пашенька, сыночек. Ой, свято-то якое. Ну что ты, успокойся. Ну, ось і добре. Синочек. Ой, что ты так оделся, Слава? Нормально, Маня. Боже мой. Ну. Ты моя хорошая. Ну, старушка. О, Господи, это ты приехал. Тут ты хорошо смотришь. Молодец. Молодец. Мама у него талантливейший человек и очень принципиальный. Принципиальная, умная, очень интересная. Они с Витей очень еще и похожи, не внешне. Она никогда не жила корыстью. Если он проезжал мимо со съемочной группой, значит, вся группа заезжала к маме в гости. Всем хватало еды и места, и всего. Если это Витины друзья, значит, это свои люди. Для него Беларусь – это был земной Эдем. А потом это все прочувствовалось в его фильмах. И чем старше становился Витенька, тем больше он становился похож и внешне, и внутренне на Александра Петровича Довженко. То, что мне пришлось учиться у Довженко, наверное, как и каждому, кто у него учился из моих однокашников, запала вот его влюбленность в землю, очень естественно, передавал свою влюбленность в его землю, украинскую землю, которая просто прошла эта любовь через все его фильмы, и как-то непроизвольно передалось и нам. И, конечно, вот, когда я познакомился с романами Мележа, «Полесской хроникой», то у меня сразу же появилось желание поставить эту картину. Но очень долго я не решался, потому что понимал просто, насколько это все сложно, ответственно и трудно. Говорить о художественных ценностях и достоинствах любого из романов Мележа «Полесской хроники» – дело увлекательное, но неблагодарное. Мележа нужно читать, знать, изучать. Мележ в белорусской литературе – явление такое же значительное, неожиданное и вместе с тем закономерное, каким в советской культуре является Шолохов. Поэтому можно понять, с каким волнением, беспокойством и радостью, порой мучительной радостью, работает весь творческий коллектив над созданием киноромана «Люди на болоте». Я бы, конечно, на первое место поставил бы одну из двух картин Турова, которые я очень люблю. Либо это было бы «Я родом из детства», картину, которую я бесконечно люблю, которую я вставляю во все свои десятки лучших фильмов советского кино. Или, возможно, «Люди на болоте». Картина, которая, может быть, впервые с такой широтой и мощью рассказала о белорусском народе, о его песнях, о его обрядах, о красоте природы. Это ведь картина не про коллективизацию. Во всяком случае, он ее так не делал. И он мне говорил, что для меня там вот борьба за землю, борьба за власть на 10-м месте. Он создавал поэму о родной земле, поэму о рождении нации, поэму о родном народе. Так что нужно, чтобы ты меня не полюбила? Одно, доброта. По-доброму, чтоб, Бывает, когда все лучи сходятся в одну точку, это было один раз в моей жизни. Другой там, либо здесь лучик отходит, либо этот, либо то, либо все что-то не то было там, плюс-минус. А это то, когда сошлось все. Явхим, ты что, оглох?
я был ошарашен, как бы, ну, в кино это называется фактурой, да? Той фактурой, где это снималось, когда были там какие-то неимоверные сооружения, сделанные из плетней. Это я видел первый и последний раз в своей жизни. Я оторопел. Что, оказывается, кино может делать такое. Кино может рисовать. Кино может рассказывать не только словами. Но это кино. Вот это я понял, что такое кино. Я помню премьеру в Доме кино. В Доме кино показывали первую серию «Люди на болоте» на белорусской мове. И я могу сказать, зал встал и стал хлопать. А Витя, он же вообще был человеком очень странным. С одной стороны, это мэтр, а с другой стороны, безумно незащищенный человек. И он вот так вот сделал свою любимую привычку по уху, он вот так вот себя, и сказал: правда хорошо. И в этом Виктор Туров. Жюри приняло решение присудить главный приз и диплом лучшему художественному фильму «Люди на болотах», постановки режиссера Виктора Турова «Беларусь-фильм». В жизни каждого творческого человека рано или поздно наступает момент, когда ему крайне важно разобраться, узнать, осознать историю своего народа, своей земли, ощутить корни, понять, откуда ты родом. И что касается «Дыхания грозы», то она является прямым продолжением «Люди на болоте» из Полесской хроники, хотя несет в себе уже совершенно новые и смысловые, идейные нагрузки. Если, скажем, «Люди на болоте» — это лирико-эпическое произведение, то уже по напряжению событий, происходящих в «Дыхании грозы», перед нами стала задача несколько иного порядка. И мы уже задумали «Дыхание грозы» как картину более жесткую. По жанру это скорее социальная драма, и по ее законам и снимался, строился фильм. Все как-то связано с любовью в жизни. Он очень любил талантливых людей. Он их очень ценил. И, видимо, именно это его сподвигло впоследствии, чтобы в нашем театральном художественном институте, сейчас Академии, была такая специальность, как режиссура, вообще киношная специальность. На курсе третьем уже, значит, я прихожу к Тимофеевичу домой, звоню в дверь. Открывает Тамара, жена, супруга, и говорит: ну, заходи. И я смотрю, в зале стоит палатка. 6-местный надувной десантный плот, надутый. И такая там идет что-то, какой-то разговор. Она говорит: заходи туда. Я, значит, открываю эти двери, пробираюсь туда в палатку. А там сидит, значит, Юра Марухин, Виктор Тимофеевич, Пташук Михаил, Ремишевский, старший Константин. И они там вспоминают, у них бутылочка, накрыт стол, они замечательно вспоминают, как они снимали, как какой-то водопад, какая-то вещь, они в таком уже, в такой легкой уже эйфории, такой замечательной. И вот этот момент такой, понимаете, это фантастика. Взрослые режиссеры, взрослые люди собрались, надули палатку среди зала. Он сам был новичок в педагогике. Могу вам однозначно сказать, что он никогда не читал нам лекций и никогда ничего не учил. Он считал, что этому можно научиться, но научить этому нельзя. Вся его прелесть была это в наборе курсов. И когда он сталкивал нас лбами, действительно, а это было часто, у нас очень жесткие были, иной раз просто до крови были обсуждения того, что мы делали.
Мы были не злые по отношению друг к другу. Каждый курс кто-то из нас обязательно работал у кого-то из больших режиссеров. К 4-5 курсу мы чувствовали себя очень сильно. Амбиции в нас били очень мощно. Приготовились. Он нам сказал такую фразу: научитесь снимать кино, я вас за полгода смогу научить. Но я попытаюсь вам что-то дать внутри. Я считаю, что мне очень сильно повезло в том, что я снимался у Турова. На первом курсе мы, когда учились, он уже запустил «Шлях через Завальня». Я общался с Туровым и с Банионисом. И я видел моменты, как он работает не только со мной, как он подталкивал человека к тому, чтобы он раз вышел и сыграл. Не наиграл, а прожил. Ну я что, первокурсник, студент, чудо. Он так долго со мной это все разговаривал именно и выяснял у меня, понимаю ли я. И был момент, когда на съемочной площадке, значит, приборы осветительные перевернули, лампа перегорела. А важная сцена. Туров как взорвался. И основное было, что актеры на площадке ждут, и вы все должны работать именно на актера, чтобы он вот это все сделал. И я так как-то посмотрел, и немножко уже другой приехал после этих съемок. Сейчас у вас все намечено, ломать здесь, в общем-то, ничего не нужно. Тут будет зависеть в первую очередь от того, как вы сможете себя подготовить к этому. Поэтому вот еще после экзамена, завтра экзамен. Диплом за лепшую студентскую работу фильму «Чорная скриня». Режиссер Александр Колбышев. Сегодня в этот день я не могу не вспомнить своего мастера Виктора Тимофеевича Турова. Вот. И считаю, что это не моя победа, это победа мастерской Виктора Тимофеевича Турова. Где фаворит? Что молчишь? Где он? Это тебя надо спросить. Я вижу, ты совсем совесть потерял. Лена, подойди к телефону. Для тебя и твоего генерала лошади – это бизнес. Лена, ну подойди же. Устроили здесь вертеп, куплю-продажу. Лошадки в массы, деньги в кассу. Лена, прощай. На кухне у него за чашкой чая, я за чашкой чая, они там за чем-то другим. Были я, Туров, Гостюхин, пьем чай, и я говорю, как вот я вот думаю сделать кинофестиваль, но так, чтобы было там наше кино, не Голливуд этот, который уже все заполонил. И все поддержали. Туров говорит, да, нужен такой кинофестиваль, наш славянский кинофестиваль. Володя говорит, ну, конечно, нужен, ну, как это сделать, денег нет. Но так получилось, что все-таки мне удалось пробить это в Москве. И Туров прилетел на первый кинофорум «Золотой Витязь» в Москву, и Володя Гостюхин, и Стефания Станюта. И был наш общий славянский праздник. И я помню глаза Турова. Он один из первых получил премию за выдающийся вклад в кинематограф. И остались эти планы, если как-то он идет по сцене так немножко головкой вперед, получать эту награду. Витя после себя оставил блистательные работы, которых пока никто не достиг, такие как «Люди на болоте», «Я родом из детства» и «Через кладбище», которое вошло в 100 лучших фильмов мира. Пока еще этого уровня на Беларусьфильме никто не достиг. «Шлях через Завальня», тут все сошлось. И история мне понравилась, и время как раз я был свободен. Мы сошлись очень быстро по-человечески. Мы с ним на съемках «Шляхтича Завальня» вдвоем оставались в Малевиче, в гостинице. Проводили в таких разговорах, в беседах часами. Это выдающийся мастер, выдающийся режиссер. Он оставался до конца личностью, очень яркой и глубокой. Я его очень любил. Но человек всегда остается человеком. И когда я подал заявку на ботанический сад на худсовете, когда худсовет утверждал эту заявку,
категорически против был Туров. Я был потрясен, я был просто потрясен. Я не ожидал такого. А потом выяснилось, что Виктор Тимофеевич пробивал свою заявку. Он всю жизнь мечтал, бредил, и мне во всех интервью это повторял на протяжении десятилетий. Он хотел сделать картину «Фиеста» 1945 года о том, когда освободили Германию от нацизма, и когда пришли советские войска, и когда пришли американские войска, войска союзников. И было ощущение, он говорит, такого человеческого братства. И было ощущение, что вот сейчас, пройдя через ужасы такой кровавой, страшной многолетней войны, народы уже никогда не будут воевать, народы никогда не будут враждовать, что наступит эпоха, эра вот бесконечной такой любви и всеобщей приязни, будет бесконечная фиеста 1945 года. Какая могла бы быть пророческая картина? Как бы она актуально звучала сегодня, когда нарастают конфронтации, когда санкции, антисанкции, когда опять льется кровь и на Востоке, и на Украине, на близкой с нами. Как бы, мне кажется, мудро, горько и пронзительно прозвучала бы вот эта картина о необходимости человеческого единения, человеческого счастья. Когда он лежал уже при смерти у себя в палате, у него был телевизор. И в это время показывали время ее сыновей, где Горобец, один из главных героев, попадает в больницу, и у него определяют онкологию. И вот то, как он себя ведет перед тем, как он уходит. В палате были я и Света, это его сестра родная. Я не знала, как мне себя вести. Витя смотрел, вот как будто бы он написал про свой уход. Что случилось? Эдуард Макарович, сейчас обследовали Гуляева Павла Тимофеевича. Инженер? Да. С тракторного? Да-да. Брат? Я так и подумал. Случай совершенно безнадежный. А вы знаете, чего я сейчас больше всего хочу? Влюбиться. И чтобы меня любили. Он меня поразил мужеством, тем мужеством, с которым он умирал. Ему еще 60 не исполнилось, у него был в очень тяжелой форме рак. А мы с ним договорились, что проведем его 60-летие в театре, которым я руководил. Мы стали готовиться к этому событию. Я пришел к нему в больницу, и вдруг он мне говорит: отвернись. Я отвернулся. Он чем-то шуршал, долго шуршал. Потом говорит: поворачивайся. Я повернулся. На нем была такая светло-голубая водолазка. Он одел брюки и одел пиджак. Это был смокинг. Первый раз в жизни Туров, народный артист Советского Союза, одел смокинг. Он стоял и улыбался, уже изможденный. Ну как тебе? Состоялось это 60-летие. Он сидел на сцене торжественный, усталый в этом смокинге. Потом был банкет. Он выпил 3 рюмки водки и через 2 дня умер. Я ждал и не дождался твоей звездной картины. Вот я хороню тебя, не хочу. Слава Богу, республика тебя похоронила, как хоронят эпоху. Заболоцкий, 96-й год.
Мне бы не хотелось сказать, что у отца был прерван его путь, потому что фильмы, которые он оставил, смотрятся, показываются, и я думаю, что формируют еще новое поколение. Так вышло, что я работаю в том же жанре. Подрастает дочка, которая, возможно, она тоже связывает свою жизнь с кинематографом. Поэтому мне хотелось бы все-таки, может быть, более оптимистично сформулировать это название. Может быть, оно бы звучало как «Виктор Туров. Продолжение следует». Если бы время остановить, чтобы день увеличился вдвое, чтобы перед смертью благословить все живущее и все живое. И у всех, кто обидел меня, попросить смиренно прощения, чтобы вспыхнуло пламя огня, милосердия и очищения. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же негромко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Вы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.